призываю наших соотечественников в Крыму, которые потенциально могут чувствовать, что к ним могут прийти с обыском, имейте на столе выписки из Конституции Российской Федерации, раздел 2 о правах человека. Имейте на столе определенные, скажем, выписки, что необходимо делать во время там обысков и так далее. Потому что когда оккупант врывается в двери и когда видит Конституцию Российской Федерации, видит определенные правовые документы, они, во всяком случае, это их может сдержать от более каких-то агрессивных действий, потому что они будут воспринимать, что люди, у которых проводится обыск, во всяком случае разбираются как минимум в российском законодательстве. Я это знаю по своему опыту, потому что когда увидели у меня на столе данные документы, они стали вести себя совершенно по-другому. Они спросили, что вы правозащитник? Я сказал, и правозащитной деятельностью занимаюсь тоже. Очень важно, чтобы наши, опять же, соотечественники понимали, что когда приходят с обыском, ни в коей мере не нужно создавать сопротивление и ни в коей мере не нужно вдаваться в панику. Я понимаю, эмоции, паника, когда ломают двери, когда дети начинают кричать, это очень страшно. Но при всем том нужно держать себя в руках все-таки и пытаться снимать на камеру все процессы, связанные с обыском, если, хотя в российском законодательстве не запрещено. Но, конечно, в первую очередь они будут запрещать это делать, но во всяком случае хотя бы брать блокнот и записывать каждый момент обыска. Фиксировать, потому что это тоже очень сильно влияет с психологической стороны на тех, кто совершает этот обыск. Потому что мы видим из опыта, что не всегда есть доступ адвокатов, и они это делали в 2014 году, когда не разрешали, чтобы адвокаты присутствовали во время обысков. Они продолжают это уже и в 2019 году, когда уже практически 5 лет оккупации. Поэтому вот эти элементарные вещи, они могут хотя бы сдерживать от более каких-то жестких мер, которые могут приводить к стрессам. И вот мы являемся свидетелями того, когда во время обыска у одного из, скажем, наших соотечественников у супруги начали отходить воды. И на самом деле плод находится на грани, скажем, практически большой риск. И я как медик по образованию понимаю, что это такое. И, к сожалению, сейчас пока мы не имеем информацию, в итоге оказали ей помощь или нет, потому что здесь уже явные показания для родоразрешения. Но мы видим, мы знаем и о другом случае, когда супруга Яячикова, о котором мы не знаем, где он сейчас находится, в итоге из-за вот этого стресса и неоказания своевременной помощи потеряла плод. На 30-й неделе. По большому счету, это уже практически сформировавшийся плод, который, в принципе, должен был уже стать полноценным человеком. И это тоже это убийство. Это оккупант убивает неродившихся детей. Мы уже не говорим о том, что вчера еще прибавилось 17 детей, родителей, отцов которых арестовали. И на сегодняшний день уже около 187 детей являются искусственно сделаны сиротами со стороны оккупационной власти. Поэтому, конечно же, об этом мы должны говорить, это мы должны показывать, об этом мы должны строить более серьезные кейсы.